Привет! В этом уроке мы рассмотрим винительный падеж. Табыз септік. Существительные в винительном падеже отвечают на вопросы кімді, кого, нені, что. Принципы добавления окончаний винительного падежа схожи с родительным падежом, с той лишь разницей, что носовые сонорные м, н, н из третьей строки переместились в первую строку звонких окончаний. Рассмотрим примеры. Теледидарды көр. Телевизор смотри. Смотри что? Нені. Теледидарды. Слово теледидар, телевизор, заканчивается на сонорную р. Гласное в последнем слоге твердое а, поэтому добавляем твердое звонкое окончание д. Менің кітабымды алма. Мою книгу не бери. Кітап – книга. Менің кітабым – моя книга. Слово кітабым заканчивается на сонорную м. Гласное в последнем слоге твердое поэтому добавляем твердое звонкое окончание д. Кітапты бер, книгу дай. Дай что? Нені. Кітапты. Не какую-то конкретную, а просто книгу. Слово кітап заканчивается на глухую п. Гласное в последнем слоге твердое а, поэтому добавляем твердое глухое окончание т. Терезені жу. Окно вымой. Вымой что? Нені. Терезені. Слово терезе заканчивается на мягкую гласную е, поэтому добавляем мягкое сонорное окончание н. Терезені. Несмотря на то, что притяжательные окончания третьего лица тоже заканчиваются на гласной, к ним добавляется всего лишь одна буква н. Например, әкесін шақыр. Его, ее отца позови. Позови кого? Кімді? Әкесін. Его, ее отца. Әке – отец. Әкесі, его, ее отец. Притяжательная форма третьего лица. Әкесін. Кого? Его, ее отца. Әкесін шақыр. Винительный падеж можно опустить, если предмету не придается особого значения, не уточняется какой-то конкретный предмет. Нан кес. Хлеб порежь. Какой-либо хлеб. Нельзя опускать окончание винительного падежа, если в предложениях присутствуют указательные местоимения мына, бул и так далее. Например, мына нанды кес. Этот хлеб порежь. Именно этот хлеб. Порежь что? Нені, нанды. Слово нан, хлеб, заканчивается на сонорную согласную н. Гласное в слове твердое а, поэтому добавляем твердое звонкое окончание д. Если существительные используются с притяжательными окончаниями, то также нельзя опускать окончание винительного падежа. Например, қолыңды жу. Мой руки. Мой что? Нені. Қолыңды. Твои руки. Запомните личные местоимения в винительном падеже. Именительный падеж. Атау септік. Кім? Мен. Я. Винительный падеж табыз септік. Кімді? Кого? Мені. Меня. Сен. Ты. Сені. Тебя. Уважительная форма сіз. Вы. Сізді. Вас. Ол. Он. Она. Оны. Его. Ее. Множественное число.
Біз, мы, бізді, нас. Сендер, вы, сендерді, вас. Обращение к друзьям и сверстникам. Уважительная форма сіздер, вы, сіздерді, вас. Олар, они, оларды, их. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Увидимся в одном из следующих уроков.